зависимы от России. И они предназначены для того, чтобы вывозить ресурсы из республики, то есть не было много регионов были не соединены. Допустим, для того, чтобы поехать с Семипалатинска до Усть-Каменогорска, ну сейчас Семей мы называем, с Семей до Усть-Каменогорска, надо было выехать в Алтайский край, город Рубцовская станция, да, там потом обратно спускаться в сторону Усть-Каменогорска. Или для того, чтобы попасть с Актюбинска до Кустаная по железной дороге, надо было заходить в Оренбург, Челябинск, такую круги делать. И плюс вот эти стоянки на границе, они делали очень неудобными, потому что вот эти бесконечные проверки. Насчет Кустаная, Алдар Батыры я же вам читать начинал, помните? Кустанай это башкир жерлері болған. Кустанай это башкиртның жерлері. Понимаете как? Получается, Қазақтың жері бізге кірген, а олардың жері біз онда өткен. Біздің жер оларға өткен, оларға бізге кірген. Короче, как с Ташкентом, понимаете? Кустанай ол біздің башкир жерлері. Алдар Батыры я вам не просто так начал читать, мы где-нибудь обнаружим про это потом. Там где-то было написано вроде бы. Поэтому, как бы, видите, вот Усть-Каменогорск, Кустанай, вот эти вещи, у них, видите, геморрой какой-то происходит. Россия решен. Вот это уже непорядок. Получается, значит, Казахстанны минуслары до хрена. И отталкиваясь от этого, Башкортостан должен себе делать вывод. Вывод того, что эти минуса исчезнут только тогда, когда мы распределим свои территории. Получается, как распределим? Получается, если эти территории, получается, нашими общепринятыми станут, мы договоримся, Казахстан, какие территории наши, их, короче, все, распределим без узкого мира. Вот шунда уже, безне, чигараляр, как я вам всегда говорю, безнен нәрсәләр, и хаталар деген кебек нәрсә болмаска тиеш вообще. Ничего не должно загораживать нас. Границы, колючки, малючки, ничего не должно у нас быть. У нас все будет открыто, проблем не будет. Казахам заехать, к нам, мы к ним, они к нам, проблем не должно быть. Но одна есть проблема. Одна есть проблема, чтобы между нами нигде узкого мира не должно быть. До Кургана, получается, до Кургана, Челябинск, до туда мы будем разбирать, кому эти земли останутся. Или Казахстан, делимся, или безге колаул. Или делимся, или безге кола. Вот эти места нужно будет точно уточнять. Но онда бір койдада урыслар болмаска тиеш. Понимаете, вот мына шул нәрселерни сүйләргә тиеш Габбасов. Но ол аны сүйләмей. Мин аңламыйм, нәрсәгә ул аны сүйләмей. Куркам ол теманы затевать итергә. Или он думает, что, если я эту тему задвину, короче, русские наедут на него. Я не могу понять его. Поэтому я говорю же, с многими моментами я с ними как бы не согласен. Маманда балалар футбольный поле, оказывается. Поэтому, тугалар, каждый вот этот момент, который обсуждается насчет территории, первая задача это захват всех территорий безнеке было, или какая-то часть Казахстана, или безнеке. Все, вот. Урыс болмаска тиеш. Мына шу задачаны я ни в каком еще ракурсе от него Габбасов не услышал. Только иске Башкортостана, только шуна граждан, Башкортостан. Давайте дальше. Предельки, между прочим, я тоже тут не обвиняю, наши пограничники тоже, как говорится, время бардака, как бы, поэтому там всякое было. Поэтому вот это все было очень неудобно, поэтому было построено большое количество различных железных дорог, чтобы мы не зависели от соседних стран. Также электроснабжение, да, то есть Западный Казахстан, точнее нынешний Западно-Казахстанская Атырауская область, они питались от Балаковской электростанции, там 3 электростанции есть, гидро, атомная и тепловая, это Саратовская область. Потом Мангистауская область, она была отдельная, у них своя атомная электростанция была в советское время. В 1997 году эти реакторы уже были выведены из эксплуатации, потому что они уже отработали свое
Потом уже переведены на газ. Барашкалар. Потом южная часть Казахстана у нас, Шымкент, Тараз, Алматы, Кызылорда, они зависели от, по-моему, если не ошибаюсь, ЦАТЭК назывался тогда, Центральноазиатский вот этот топливный комплекс. Они были соединены с Узбекистаном, с Кыргызстаном. Потом вот это все тоже создавали трудности, особенно Алматы пострадал, потому что город растет, электроэнергия, потребление растет. Потом Кыргызстан, я не обвиняю, но они тоже сами были в тяжелой ситуации, они, наверное, хотят каждый выжимать, как говорится, из своей инфраструктуры максимум, да, заработать. И поэтому решено было вот это все закольцевать, скажем так, языком энергетиков. Построены были тысячи и тысячи километров линий электропередач. Северные области у нас были соединены с Южным Уралом и Западным Сибирью. То есть там тоже, скажем так, повернули эти линии. То есть они закольцованы, получается, сейчас север у нас с Россией и с Казахстаном тоже. То есть в случае чего, куда, что перебрасывать. То есть, если Россия отключит, то Казахстан останется. Да, мы можем на себя переключиться, мы полностью в этом плане независимы, в плане инфраструктуры электроэнергии. Потом официальные лица как-то рассказывали, был и забавный случай. Россияне хотели поднажать на том, что мы якобы от того, что зависим там экспорта нефти от них, они хотели каким-то образом этот рычаг использовать Российской Федерации. Ну, это покойный Борис Ельцин. И потом наши начали в ускоренном порядке совместно с китайцами построили нефтепровод, который называется Атасу-Алашенко. Это центральный Казахстан, соединили с Китаем. Таким образом мы уже могли этим оперировать. Для нас это был как бы О, коровки тут. козырь, да? Это альтернативный путь, как бы, Альтернативный экспортный путь, да. Поэтому мы не знаю, сейчас из-за того, что в этом плане 12 тоже гигабайт, сильно. Хотя, конечно, процент осталось. тут примерно 80-90% нашей нефти уходит через Каспийский трубопроводный консорциум, пресловутый КТК, да? Сколько уже в новостях было. Весь этот нефть идет в Атырау, там большой хаб, оттуда идет на Новороссийск. Фермера на каждом шагу. Короче, надо мне на ту сторону вылазить уже. Короче, этот, не знаю, не тянет, короче.